Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Серьезные ли у него намерения по отношению к вам? Загадайте, пожалуйста, на мужчину, загадайте на себя. И, конечно же, загадайте на его намерение. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно, почему мне показывают треугольник? Ну-ка, признавайтесь в комментариях. Кто третья сторона? Вы, он, и еще есть один персонаж. Персонаж, кстати, может быть как с вашей стороны. Ну, например, вы дама замужняя. Так, например, с его стороны. То есть он может быть женат, либо есть еще одна претендентка на этого мужчину. Треугольники. Здесь сплошные треугольники пошли. Кстати, у кого-то даже может отыграться, что одной из сторон могут выступать, ну, допустим, его родители, либо его работа, да, его бизнес. Непростые эти отношения, очень непростые, и просто в этих отношениях точно не будет. Но вы встретились не просто так. Ваша встреча, она по судьбе. Я даже так скажу, для мужчины эта встреча судьбоносная. То есть это тот поворотный момент, который меняет его дальнейшую жизнь, его судьбу, направление движения, вектор этого мужчины. Вы влияете, понимаете? Не он на вас, а вы на него. Не он вам дан, а вы ему даны. Вот, чтобы вы для себя понимали. Так. Его отношение к вам. Нравитесь, очень нравитесь. Влюблен мужчина. У кого-то отыграется, что прям любит. Ну, понятно, что вы все разные, да. Разная интенсивность общения, встреч. Да? Кто-то долго в отношениях, кто-то только познакомился. Но то, что он к вам неровно дышит, да, как принято говорить в простонародье, это 100%. Вы не чужая ему женщина. Вы женщина, которая заставляет его трепетать. Повышает давление, да, вот кровь у него приливает. И он, конечно же, вот испытывает жар при мысли о вас, либо при встрече с вами. Вы обратите внимание, как он разговаривает с другими людьми, как он разговаривает с вами. Мужчина может немножко там заикаться, сбиваться с мысли, краснеть, потеть, смущаться в конце-то концов. Чувства есть, эмоции есть, причем очень живые эмоции. У кого-то, кстати, отыграется, что мужчина просто готов влезть на стенку, как сильно он вас хочет. Ну, настолько вы взорвали его мозг, настолько он не может в себе подавить эти животные инстинкты, просто готов сорвать с вас одежду и, я не знаю, там, схватить в охапку и нести в ближайшие кусты. Ну вот честно, простите, но вот я это вижу. Я не хочу этого видеть, но я это вижу. Да. Так. Если с вашей стороны есть мужчина, то есть у вас, например, муж, либо другой поклонник есть, его это, конечно, очень травмирует. Вот он знает, и его это травмирует. Сначала он думал, что ничего страшного, но по мере того, как он в вас влюблялся, это стало действительно большой дилеммой и большой проблемой. С одной стороны, он человек чести, и для него, ну, например, там, увести чужую женщину, соблазнить чужую женщину, это было табу. А вот в отношении вас он чувствует, что он плывет. Он чувствует, что он не может, просто не может, не хочет и не будет, да, держать это табу.
Сначала ему было не по себе, а сейчас он такой говорит: нет, я хочу быть счастливым. Вот я знаю, что с ней, и только с ней. И вот плевать мне на все эти правила, устои, морали. Ну, и я не смогу от нее отказаться. Вот не смогу, и все, точка. Если с его стороны есть женщина, ну, это вообще, да, не проблема. Для него это не проблема. Я не вижу у него любви к другой женщине. Ну, просто не вижу. Да, могут быть отношения, да, он может быть в браке, но любви там вообще нет, от слова совсем. Может быть, там есть дружба, обязательства, не знаю, какие-то клятвы, может быть. Либо общее хозяйство, да, но никак не любовь. Никак не любовь. Она ему чужая женщина, понимаете, чужая во всех отношениях, чужая. Он ее не любит, не хочет. Относится, знаете, как школьник к учительнице, вот с уважением. Вот так вот к ней относится, с уважением, все. Если есть какая-то другая девушка, которая претендует, ну, там скорее как даже не уважение, а жалость. Вот жалко девочку, да, вот старается, там попой крутит вокруг меня, мне ее жалко. Ну, как бы и выглядит это жалко, и ее мне жалко. То есть не могу ее ни послать, ни посмеяться над ней. Ну, крутит, пусть крутит, пока попа не отпадет, пусть крутит. Такое отношение, такое ощущение. А вот с вами все по-другому. Вы на него как-то влияете очень сильно. Не знаю, энергетика у вас какая-то волшебная. Волшебная. Он после встречи с вами, даже если эта встреча была просто вот, ну, где-то издалека он вас увидел, да, у него день удачно идет, да, настроение классное, он на позитиве, он такой, знаете, там насвистывает, напевает, там, не знаю, прищелкивает. У него все получается, у него все ладится, там, все его хвалят, все говорят: о, какой ты классный, ты позитивный, ты такой успешный. А это все ваша энергетика делает, даже если издалека увидел. Представляете? А если близко? А если интимный контакт? Вот что с ним будет? Сразу, да, в ракету и в космос. Ой, девочки, так вы на него влияете. Вы, конечно, вы ему как дар идете. Понимаете, вот высшие силы его наградили, за что-то наградили. Я не вижу за что. Это не тема этой отсыпки, и песок не показал, видно, это не настолько важно вам знать. Но вами наградили этого мужчину. Вот типа ты заслужил. Посмотрите, вот в венце вы прекрасная леди, да, такая вот как статуэточка фарфоровая, красивая, желанная, но и в то же время недоступная. Вы награда ему идете, награда, которую пока в руки не вручили, да, награда, которую нужно заслужить. Это знаете, как люди соревнуются, и стоит этот, ну, как награда на пьедестале. Вот эти спортсмены, они видят эту награду, и она их мотивирует. То есть я должен заслужить, я должен быть, там, не знаю, лучший, чтобы получить эту награду. Вам этот мужчина, я вижу, интересен. Вот он интересен, что-то вы в нем такое видите, кто-то даже что-то чувствует. Интерес. Идет с вашей стороны интерес. Ну да, он необычный человек. Он, кстати, очень, ну такой, знаете, не могу сказать, что талантливый, скорее незаурядный. Вот как будто бы у него много разных талантов, но везде по чуть-чуть. Да? Вот как будто бы ему дали скиллы, но их нужно развивать, да? Чтобы чего-то добиться, чтобы кем-то стать, чтобы полностью себя реализовать, да, нужно над этим работать. А он немножко ленивый в этом плане. Правда, да, бывают такие люди, немножко ленивый. Вот его и заманивают вами, чтобы он себя развивал и прокачивал. Вообще у этого мужчины судьба очень интересная. Ему не только богатым стать, но еще и каким-то, не знаю, влиятельным, что ли, авторитетным, влиятельным. Какая-то должность, какой-то пост в будущем ему идет. Причем это не просто там директор фирмы, это что-то выше, что-то круче, и вот влияние на людей идет. Может быть, в каких-то структурах работать, там, не знаю, в министерствах, там, депутатом стать. Вот что-то такое ему идет в будущем. И этого он может добиться только лишь с вами. Понимаете? Только лишь с вами.
Вот заряжаясь вашей энергетикой, получая этот фарт от вас, он может этого добиться. Он на подсознательном уровне это чувствует. На подсознательном. Он знает, что ждут его великие дела. На подсознательном уровне чувствует, что с вами, ну, прям контакт, да, после вашего контакта у него прям все ладится, получается. И прям тянется к вам очень сильно. Очень тянется. Единственное, что вот его немножко останавливает ваши отношения, либо какая-то ваша позиция. Не знаю, как-то вы от него закрылись. Либо вы его близко к себе не подпускаете, либо холодненькое в его присутствии. И это его смущает. Он не желает на вас давить, он не желает навязываться. Он, ну, девочки, он вас уважает, понимаете, он вас уважает, и он уважает ваши границы, те границы, которые вы выстроили. Если вы никаких границ не строили, ну тогда, извините, поулыбайтесь ему, что ли, да, затейте первый разговор, выйдите в контакт с ним, да, дайте ему знак, что, ну, пожалуйста, я готова к общению, давай, развлекай меня. Вот. Он видит, что вы немножко оградились, что вы такая немножко стороной от него. Знаете, тут как две крайности борются в этом мужчине. Страстность и порядочность. Вот я не знаю, как это можно в себе соединить, объединить, но у вашего мужчины это получилось, того, кого вы загадали. С одной стороны, я безумно ее желаю, мечтаю, но с другой стороны, я порядочный человек, и не могу, я не смею ей ничего такого предложить. Это же срамота. Знаете, вот именно с вами ему хочется романтики. Вот чтобы было все чинно, благородно. То есть ухаживать красиво за вами, влюбляться в вас, чтобы вы влюблялись в ответ, развлекать вас. Там, не знаю, этот конфетно-букетный период. Вот этого ему хочется. Вот другими никогда не хотелось. Это было какой-то мукой. Ему проще было там найти продажную девицу, чем за кем-то ухаживать. А вот за вами хочется. Вот хочется видеть вашу улыбку, слышать ваш смех, видеть, как блестят ваши глаза. Вот этого хочется. Красоты хочется, этой романтики хочется. Насколько серьезны его намерения. Но он настроен на вас. Вот в моменте, когда мы смотрим эту отсыпку, он 100% настроен на вас. Не знает еще как, каким образом, получится ли, не получится, но он настроен на вас. Знаете, как он в здравом уме, при своей здравой памяти он от вас не откажется. И я не вижу ни одной причины, по которой бы он мог от вас отказаться. Даже если вы ему скажете, что он вам не интересен, он будет биться об стенку, об асфальт, он будет вам доказывать, что в нем очень много всего интересного, и просить у вас шанс на то, чтобы вам раскрыть себя. Да, вот посмотри, я на самом деле не такой, как выгляжу, да, я намного лучше, там, веселее, там, смешнее, поэтичнее, да, вот он будет это делать. Знаете, вы не только его возбуждаете, но вы его еще вдохновляете. Вы вдохновляете его на то, чем раньше он никогда не занимался, либо на то, чего он раньше никогда не испытывал. Какая-то у вас мягкая сила, которая меняет мужчин, с кем вы встречаетесь. Ваша сила как будто бы проявляет мужчину. То есть если мужчина плохой, то это очень быстро становится понятно и видно. А вот если мужчина хороший, то мужчину тянет вот только на позитивное. Мужчина с вами раскрывается вот во всей своей красоте. Красоте души, красоте сердца, красоте ума. Кого-то, кстати, отыграется, что впервые в жизни, девчонки, вы встретили настоящего мужчину. Не просто какого-то абьюзера, идиота, либо алкаша, а вот именно настоящего мужчину, который соответствует тому гордому званию мужчина. Смотрите, вот что бы ни было, все равно последнее слово, последнее решение будет за вами. И только за вами. Я вижу, что вам тут будут советовать что-то по поводу этого мужчины.
Я вижу, что вы будете сомневаться, но решение, пожалуйста, примите сами. Он не будет настаивать прям так, знаете, что вот выбирай меня и все. Нет, он так никогда не будет делать. Знаете, он всегда будет где-то рядом присутствовать. Он всегда будет стараться воспользоваться любым моментом, чтобы к вам подойти, с вами пообщаться. Как-то, не знаю, себя предложить вам. Ну, в хорошем смысле этого слова. Решать будете вы. Намерение у него долгоиграющее. Намерение у него любить и быть любимым. Насколько они серьезные, решать только вам. Да, насколько они станут серьезными. Либо вот вы здесь остановитесь, и просто он будет периодически появляться в вашей жизни, либо вы вместе дальше пойдете. Решить должны вы, и только вы. Если у вас есть мужчина, девочки, не откладывайте в долгий ящик, не наживайте себе проблем на пятую точку. Постарайтесь урегулировать здесь и сейчас. Не бойтесь остаться без ничего. Вот из этой серии, да, лучше там синица в руках, чем журавль в небе. Это не ваша история. Вы одна никогда не останетесь. Делайте выбор, делайте свои шаги, ну а все остальное, оно к вам придет. И любовь, и счастье. Я вижу, что вы счастливой будете. С этим, с другим, неважно. Вижу, что будете счастливой. Вот кого вы выберете, с тем вы и будете счастливой. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.